Добрый вечер! На КПК Лайв программа «Студия Быковского 9». На календаре 9 марта. В мире празднуют день нестандартно мыслящих людей, а это чаще всего люди творческих профессий. У нас в гостях педагог кафедры музыки, выпускница нашего колледжа Уралбаева Алуа Булатовна. Встречаем! Алуа Булатовна, здравствуйте! В период обучения в колледже вы активно принимали участие в общественно полезной жизни, были участницей творческих и музыкальных конкурсов. Расскажите нам, как начался ваш творческий путь? Здравствуйте, мой творческий путь начался в самом раннем детстве. Мой музыкальный руководитель заметила мои вокальные способности и сообщила об этом моей маме. Моя мама очень понимающий человек, и она отвела меня в музыкальную школу, где меня научили играть на фортепиано. Дальше я поступила в Костанайский педагогический колледж, где с помощью Юрия Андреевича развила свои творческие способности. Вы раскрыли мой потенциал, помогли мне победить в наших конкурсах. И дальше я не планирую останавливаться и развиваться далее. Вот, наш второй вопрос как раз про это. Планируете ли вы стать профессиональной певицей или же писать песни там, в таком направлении идти? У меня есть мечта писать песни, выступать на сцене, если честно, я не сильно хочу именно на международном уровне, но это мне доставляет очень большое удовольствие. Я пишу песни в свободное время, но, если честно, я их не афиширую, но это только пока что. Дальше я планирую развить свои навыки в этом, и когда-нибудь, возможно, вы услышите мои песни. Хорошо. А вот какой бы музыкальный проект вы бы точно посетили или приняли бы в нем участие? Давайте мировой уровень брать не хотите, но возьмем. Вот какой музыкальный мировой конкурс вы бы посетили? Ой, с самого детства я очень сильно любила смотреть «Голос дети» Украины. Это мой самый любимый конкурс, самый любимый проект. Потому что там очень много творчества. Там нет никаких рамок и границ. Очень часто делают такие великолепные песни, их меняют, совершенствуют, добавляют туда разные жанры, все смешивают. И, если честно, я бы очень сильно хотела там поучаствовать, но, увы, я уже взрослая. Конкурс проводится только для детей, а так, в принципе, я бы хотела поучаствовать на X-Factor Украины. Там очень много способностей для творчества. Вот, как раз мы поговорили про детей, и у нас в эфире специальная детская рубрика «Баланын Сурагы». Это та рубрика, где наши корреспонденты встретились с социальными партнерами колледжа в школах и детских садах города Костанай и узнали, какие вопросы дети задают взрослым. Почему зебра стена? Как научиться петь? Где находится край света? Какие цветы дарят мужчинам? Какого цвета дождь? В сене очень много полезных веществ. Мы по утрам кушаем кашу, а зебра кушает сено. Полезное питание – залог здоровья. Спасибо за ответ, а я передаю слово своей коллеге Асие Жамаловой. В нашем эфире специальная рубрика «60 секунд». Студия Асия Жамалова. Рубрика «60 секунд». Это та рубрика, где у гостя нет времени на размышления. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 10 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. 3, 2, 1, мы начинаем. Чего не надо, если есть сила? Ума. Спортивный инвентарь для перетягивания. Канат. Верно. В какой деревне жил дядя Федор? Следующий вопрос. Дерево, растущее из желудей. Дуб. Самое твердое вещество в теле человека. Кость. Откуда берется жемчуг? Из ракушки. Верно. В каком числе 6 нулей? Миллион. Верно. Что вырабатывают растения в процессе фотосинтеза? Кислород. Верно. Где зародились Олимпийские игры? Греция. Верно. Кто автор таблицы периодической системы химических элементов? Менделеев. Верно. На этом у меня все. Общее количество ваших баллов 90. Отлично.
Вот мы и снова вместе, но это еще не все. Для вас мы подготовили небольшую музыкальную игру под названием «Фортепиано». Звучит 3 коротких мелодии, а ваша задача их угадать. Договорились? Договорились. 3, 2, 1, мы начинаем. Полина Гагарина, Million Voices. Правильно. Мелодия номер 2. Отпусти и забудь, холодное сердце. Правильно. Итак, мелодия номер 3. Сережа Лазарев, самое сердце. Ну вот, сразу видно музыкальный слух. На этом наша программа подходит к концу. Спасибо за участие в студии Быковского 9. Нам очень приятно. И в честь этого мы вручаем вам сувенир. Спасибо. Это еще не все. У нас есть традиция, где каждый гость оставляет свой автограф на память. Оставьте, пожалуйста, свой автограф для истории. А на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Скоро увидимся.